Здравствуйте! В эфире обзор чрезвычайных происшествий, в студии Юрий Осипов. Директор библиотеки обвиняется в служебном подлоге в Верхоянском районе Якутии. По данным Следственного комитета, в апреле прошлого года она приняла на работу своего зятя на должность водителя. При этом мужчина был трудоустроен кочегаром котельной, не имел водительских прав и фактически не работал водителем. С мая по декабрь прошлого года на основании составленных обвиняемой табели ее родственнику начислялись и выплачивались зарплата, премии, стимулирующие выплаты и другие доплаты с учетом надбавок за работу в районе Крайнего Севера и районного коэффициента. За это время ему были начислены и выплачены свыше 300 тысяч рублей. Сейчас дело завершено и направлено в суд. Следователи возбудили уголовное дело по факту превышения должностных полномочий работниками администрации Верхоянского района при реализации субсидий в сфере сельского хозяйства. По данным следствия, из госбюджета республики муниципальному образованию Верхоянский район были выделены субсидии в целях создания условий для устойчивой зимовки скота и лошадей. Однако деньги выделялись гражданам, не являющимся сельхозхозяйственным и товаропроизводителями, и не на цели, предусмотренные субсидированием. Как полагает следствие, таким образом бюджету республики причинен ущерб на сумму свыше 1,5 миллиона рублей. На данный момент расследование продолжается. Мужчина подозревается в краже золота стоимостью около 1,5 миллиона рублей. По информации регионального МВД в полицию поступило сообщение, что работник золотодобывающего предприятия намеревается вывести в другой регион добытое золото. При проверке сведения подтвердилось. Оказалось, что 28-летний уроженец Бурятии, работающий на предприятии проходчиком, похитил драгоценный металл массой около 350 грамм. Оперативники изъяли руду и направили на экспертизу, которая установила, что стоимость природного золота составляет порядка 1,5 миллиона рублей. Похищенное злоумышленник намеревался вывести в другой регион в своем ноутбуке, где в полости для жесткого диска сделал тайник. В его отношении возбудили уголовное дело. Житель Усть-Алданского района обвиняется в покушении на дачу взятки должностному лицу. По версии следствия, еще в марте 2018 года местный житель, увидев объявление об оказании содействия в получении водительских прав любой категории, связался по указанному в сообщении номеру с лицом, который представился сотрудником ГИБДД. В ходе разговора мужчина, который в действительности не являлся сотрудником, пообещал обвиняемому за денежное вознаграждение в размере 15 тысяч рублей без сдачи теоретических и практических экзаменов оформить водительское удостоверение на право управления транспортным средством категории «Б». Желая получить данное водительское удостоверение, обвиняемый, будучи уверенным, что дает взятку должностному лицу за совершение заведомо незаконных действий, перевел необходимую денежную сумму мошеннику. После утверждения обвинительного заключения уголовное дело направлено прокурором в суд для рассмотрения по существу. Лицо, представлявшееся сотрудником ГИБДД, привлечено к уголовной ответственности за мошенничество. Полицейские задержали двух мужчин, подозреваемых в уличном грабеже в Якутске. Пострадавший мужчина рассказал, что ночью возвращался домой. К нему подошли двое неизвестных и завели с ним разговор. После чего незнакомцы отобрали у него телефон. Этими незнакомцами оказались 22-летний мужчина, ранее судимый за разбой, и 21-летний мужчина. Похищенный смартфон злоумышленники успели продать. В их отношении возбудили уголовное дело. Сейчас их поместили в изолятор временного содержания. Полицейские раскрыли кражу дизельного топлива в Ленском районе Якутии. Житель города Ленска сообщил, что из его гаража украли 270 литров дистоплива. Вором оказался 18-летний парень, ранее уже судимый за кражу. По словам подозреваемого, канистры с топливом он приметил еще днем, когда проходил мимо открытого гаража и решил украсть. Ночью он взломал навесной замок, проник в чужой гараж и украл канистры. Похищенное перенес в гараж своих родителей. Затем злоумышленник продал дизельное топливо по 40 рублей за литр. Полицейские Татарстана изъяли драгоценности, украденные во время чемпионата мира по футболу в Казани. В июле 2018 года на территории Казанской ярмарки при погрузке партии драгоценностей был похищен чемодан с сертифицированными бриллиантами и украшениями на общую сумму свыше 160 миллионов рублей. Пропажа товара обнаружилась только в аэропорту. Злоумышленником оказался гражданин Колумбии. По версии следствия, он участвовал в упаковке ценного багажа. Мужчина был объявлен в международный розыск. В сентябре 2019 года обвиняемый задержан на территории Аргентины, а в марте этого года экстрадирован в Россию и в апреле доставлен из Москвы в Татарстан. Колумбиец признался, что похищенные изделия он закопал в лесополосе одного из районов Казани. В связи с тем, что место тайника обвиняемый точно не указал, полицейским пришлось исследовать большой участок местности. В результате обнаружено и изъято 4 мешка с драгоценностями. В ближайшее время изъятые драгоценности будут переданы законному владельцу, сообщают в МВД. В
Красноярске мужчина, обвиняемый в тройном убийстве, приговорен к пожизненному лишению свободы. Об этом сообщает Следственный комитет России. 29 марта прошлого года пьяный подсудимый в квартире решил совершить убийство путем расправы над соседями, с которыми проживал на одной лестничной площадке. Он постучал в квартиру к соседям. Дверь открыла 47-летняя хозяйка квартиры, так как была знакома с обвиняемым. Втолкнув женщину в квартиру, злоумышленник нанес ей множественные удары ножом. Пройдя далее по квартире, он убил 9-летнюю дочь женщины и 77-летнего отца. Все члены семьи скончались на месте происшествия. Тела потерпевших обнаружила в квартире их родственница. После совершенного преступления обвиняемый предпринял попытки скрыть следы преступления, инсценировав совершение убийства отцом женщины. В ходе следствия мужчина вину не признал, однако приговором суда ему назначено наказание в виде пожизненного лишения свободы. Это был обзор чрезвычайных происшествий. Берегите себя и до встречи в эфире.